И смотрите, вообще есть такое, что вот здесь, именно вот здесь идет информация. Это называется надсознание. И мы берем информацию из надсознания, оттуда. Это желание души, это наше наше дано. А тут вот эта вся вот эта сторона, вот эта голова, да, это наши мысли, это наше сознание, это наше эго, это наши эгрегоры по сферам, да, я еще про это расскажу. А вот тут это наше подсознание. Это вот здесь надсознание, вот здесь сознание, вот здесь подсознание. И вот именно подсознание, что меняется, ну, мы меняем, да, например, напишите мне в комментариях, девочки, ребята, все обязательно напишите, что сейчас у вас происходит в реальности. Если мы не уходим в чувство вины, мы просто пишем, что сейчас у нас происходит. То, что у нас сейчас происходит, то и у нас желания подсознательные. Вот так. И еще спросите, а почему наше желание не исполняется? Потому что там вопрос «почему?». Если есть вопрос «почему?», это значит, мы уйдем все равно в какое-то чувство вины, какое-то ну, чтоб на разные страдания. Потому что вопрос само, почему оно ведет, ну почему? Почему у меня не исполнилось вот это желание когда-то, да? Потому что я что-то делала не так. Я прошла ошибку, я еще что-то делала. Видите, оно само и ведет тебя чувство вины, чувство страданий, чувство боли, страха и так далее. А когда мы задаем «зачем?» вопрос, зачем мне это так нужно было, чтобы мое желание не исполнилось? Представляете? Она сразу, вот этот вопрос сразу попадает в подсознание, и мы начинаем. Ага, значит, в моих глазах радостные цели. Как бы, да? Вот так. Обязательно напишите, какие паршивые состояния были у вас, да? Любые. Хоть бросай гранату, хоть бросай все, уходи, убегай. Что случилось? Да? А я отвечу потом.